Время не стоит на месте, и вместе с ним меняются подходы к развитию туризма. Открывая встречу, министр туризма Стамур Логу отметил, что сегодня идет серьезная борьба за каждого туриста. Абхазия должна быть конкурентоспособной и привлекательной на фоне курортов Краснодарского края, а также Турции и Грузии, которые активно развивают свои туристические направления. Конкуренция ведется за внимание одного и того же путешественника. Граница – это ключевая точка входа, через которую прибывает большинство гостей. И именно здесь формируется первое впечатление о стране. Появилась воздушная гавань, аэропорт Абхазский, но вы знаете, что пока несоизмеримы потоки, которые пересекают границу по реке Псоу или перелетающие, скажем так, Сухумский аэропорт. Повышая уровень сервиса, привлекательности и в том числе и ответственности своей, реализовать проект туристско-информационных центров. Это будет в аэропорту, на ЖД вокзале. И вот хотим на границе Псоу такой же центр установить. Гость, который впервые посещает Абхазию, сможет обратиться в туристско-информационный центр при Министерстве туризма. Здесь можно получить полную информацию о том, как развивается страна, что можно посмотреть, какими возможностями воспользоваться и чего не стоит делать в республике. В первую очередь, безусловно, это вот все те, скажем, наработки, новые какие-то подходы, новые локации, новые направления. Вы знаете, что мы стараемся, чтобы этих локаций, скажем так, популярных маршрутов становилось все больше и больше. И хотим в то же время об этом рассказывать нашим гостям в самом начале их путешествия в Абхазию. Я хочу очень отметить, и вот раз журналисты здесь находятся, в том числе, есть недопонимание участия общества. Они считают, что этот центр будет замещать работу, скажем так, абхазского бизнеса и экскурсионного, и там в сфере такси или еще в чем-то. Нет, абсолютно это не так. Мы наоборот хотим познакомить, представить все эти компании, чтобы турист, зайдя в центр, мог для себя открыть новую службу. Министр туризма отметил, что не менее полумиллиона человек посещают республику в качестве однодневных туристов. Также на встрече был обсужден вопрос реконструкции пункта пропуска «Адлер». Здесь как продумать? Вы, наверное, с коллегами уже разговаривали. Может, отдельная полоса будет. Туроператоры эти вопросы ставят. Как это сделать так, чтобы не отразилось на сезоне, так как мы понимаем, что все доходы наши, это Новоафонская пещера, озеро Рица, такие, скажем, локации, куда чаще всего приезжают эти гости. Мы должны максимально подумать, как организовать процесс, чтобы не пострадал и бюджет наш, скажем так, да, и пополняемость его. Это первое. Второе, значит, как 26-27, мы такую цифру слышим, что аж 2 года будет реконструкция идти. Предполагается ли что-то создать, какой-то коридор или дорогу для того, чтобы хотя бы по однодневным экскурсантам было какое-то упрощенное, не знаю, или проезд, или отдельная линия. Решение о реконструкции было принято несколько лет назад. Активная фаза работ начнется в текущем году. В 2025 году на абхазо-российской границе было зафиксировано около 13 миллионов пересечений в обе стороны. Глава погрануправления СГБ Абхазии Рустам Латипов отметил, что речь идет о пешеходном направлении. По автомобильному количество пересечений составило до 3 миллионов единиц транспортных средств. Если говорить о схеме, то с нашей стороны мы, пограничные органы Республики Абхазия, выстраиваем работу по максимально упрощенной схеме. Касаемо деятельности соседнего контрольно-пропускного пункта МАП «Адлер», с учетом работы, внесением учетных данных в электронные базы, те параметры, которые сегодня существуют на МАПе, они превышают нормативы более чем в 6-7 раз, пиковые периоды. И, соответственно, соответствующими уполномоченными органами Российской Федерации признаются наиболее сложной, наиболее загруженной контрольно-пропускным пунктом по всем сравнению контрольно-пропускным пунктам сегодня осуществляющий свою деятельность на границах Российской Федерации. Точной даты завершения работ по реконструкции пункта пропуска пока не озвучено. Эти работы могут повлиять на транспортное направление. Будет закрыта 11-я полоса и грузовая площадка. На пешеходном направлении изменения будут минимальными, сообщил начальник КПП ПСО Вадим Попцава. Потому что то, что строительство идет пешеходного, это будет временный терминал для увеличения пункта пропуска, где сейчас переходят люди. В основном
повлияет на транспорт. Вы говорите, когда транспорт, они предполагают, транспорт это же в том числе экскурсионное обслуживание и так далее. О каком-то разделенном они не вели речь. Вот в общем ведется речь, что грузовая площадка намного уменьшится, но в основном в летний период вот то, что закрывается 11-я полоса, в основном они использовали для туристических автобусов. На встрече также обсудили работу границы во время атак беспилотников и вопросы обеспечения безопасности граждан. Все мы наблюдаем отголоски специальной военной операции в последнее время, которые доходят до нашего участка границы с Российской Федерацией, и периодически работа систем противовоздушной обороны как на российской стороне, так и на нашей стороне вызывает необходимость приостановки работы КПП. Соответственно, на период летнего туристического сезона, когда будут максимально загруженные цифры, тут усматривается необходимость эффективного взаимодействия со всеми, значит, структурами, представленными на границе. В ходе совещания были рассмотрены ключевые и насущные вопросы, после чего участники провели осмотр территории, примыкающей к КПП ПСОУ. Шазина Ханагуа, Адам Ирдженя, Абхазское телевидение.